Здравствуйте! В эфире «День в истории». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 3 февраля в нашей истории. 3 февраля 1921 года был избран первый Сухумский городской совет рабочих и красноармейских депутатов. 3 февраля 1990 года в Сухуми состоялся второй съезд Народного форума Абхазии Айтгалара. Народный форум Айтгалара, созданный 13 декабря 1988 года, к этому времени стал практически самой влиятельной политической силой в республике. На втором съезде председателем Айтгалара был избран Сергей Шамба. И за такой короткий исторический срок решены все те задачи, которые стояли перед нашим обществом, перед Народным форумом. Даже, я бы сказал, сделано больше, чем мы могли ожидать в то время. Второй чрезвычайный съезд Народного форума Абхазии Айтгалара принял резолюцию, осудившую политику Советской Грузии в годы сталинщины в отношении абхазского народа и его государственности. 3 февраля 1992 года в Сухуми состоялась встреча членов грузинской комиссии в составе Хаиндрава, Бердзинишвили, Мачеваряни и Анчабадзе с руководством республики по выработке основных принципов взаимоотношений с Абхазией. По словам Георгия Анчабадзе, встречи носили конструктивный характер. Абхазская сторона предложила выработать договор с Грузией на федеральных началах с разграничением полномочий между Тбилиси и Сухумом. Предварительные условия абхазской стороны заключались в удалении слова «автономия» из названия государства и в признании новой национальной символики. Найдя условия абхазской стороны приемлемыми, члены грузинской комиссии по возвращению в Тбилиси вынесли эти предложения на обсуждение Консультативного совета Госсовета Грузии. Большинством голосов предложения абхазских политиков были отвергнуты. 3 февраля 1993 года возобновилась гуманитарная помощь Тхуарчалу. 5 вертолетов Ми-6 и Ми-8 доставили в блокадный Тхуарчал 28 тонн гуманитарной помощи. Мы провели необходимую работу для того, чтобы согласовать все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи и вывоза беженцев из Тхуарчала. Согласно договоренности, из Тхуарчала должны были эвакуироваться все русскоязычные жители, а также тяжело больные и женщины с грудными детьми, независимо от национальности. Кроме того, у сторон была еще договоренность о том, что будут эвакуированы все лица грузинской национальности, желающие выехать из Тхуарчала. Таких оказалось 16 человек, значительно меньше, чем представителей других национальностей. Но грузинские представители настаивали на том, чтобы абхазов было эвакуировано не больше, чем грузин. В итоге стороны договорились согласовывать возникающие спорные вопросы без приостановки гуманитарной акции. 3 февраля 1994 года в ходе визита президента России Бориса Ельцина в Грузию был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Грузия. Комитет по делам СНГ Государственной Думы 15 февраля выступил с заявлением о намерении настаивать на отсрочке ратификации договора с Грузией до урегулирования абхазского и южно-осетинского конфликтов. А накануне визита председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба обратился к руководству России с просьбой воздержаться от подписания договора о дружбе с Республикой Грузия до урегулирования конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Ардзинба отметил, что, получив от России вооружение, Грузия сразу же откажется от политического решения урегулирования конфликтов и перейдет к их силовому решению. 3 февраля 2012 года в Сухуми на площади Свободы прошел народный сход в поддержку идеи восстановления независимой Абхазской православной церкви. Участники собрания приняли обращение об отделении Абхазской церкви от грузинской патриархии. За это решение проголосовали сотни граждан, принявших участие в сходе. Народное собрание выступает за воссоздание независимой Абхазской православной церкви, которая на протяжении веков являлась оплотом абхазской государственности. 3 февраля 2013 года исполняющий обязанности управляющего делами Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Духовная связь между Абхазской православной церковью и Московским патриархатом, она не прекращалась, и я надеюсь, что она не будет никогда прекращена. Все, что касается Абхазии, Грузии и России, Святейший Патриарх четко и ясно заявил, без абхазской стороны никаких дальнейших переговорного процесса не будет.
3 февраля 1931 года родилась Элеонора Бжания, заслуженный работник культуры Абхазии. Около 40 лет работала в библиотечной системе, принимала участие в составлении рекомендательных библиографических указателей Баграта Шинкуба и борцы за советскую власть в Абхазии. Человек должен быть в первую очередь грамотным, начитанным, очень много чтобы знал и обязательно должен быть специалистом. 3 февраля 1947 года родился Александр Орлов-Кречмер, писатель, коллекционер, ученый. Орлов-Кречмер – автор более 80 научных работ. Научная специальность – социальная экономика, социология, абхазоведение. Когда началась грузино-абхазская война, грузинские гвардейцы разграбили его коллекцию живописи, икон и исторических документов. Сам он попал в плен. Российские военные спасли ему жизнь. В Москве Александр Орлов-Кречмер занимался партийной и общественной работой, защитил докторскую диссертацию. В 2013 году в Москве вышло его трехтомное культурологическое исследование «Образы Абхазии». В него вошли около 2600 иллюстраций. Это репродукции изобразительных раритетов на абхазскую тему, как из коллекции автора, так и найденных им в российских и зарубежных частных собраниях, фондах музеев, а также галереях, библиотеках и архивах. Трилогия «Образы Абхазии» получила первую премию на Всероссийском литературном конкурсе имени святого Александра Невского по разделу «Научное издание». Автор удостоен медали святого князя Александра Невского. 3 февраля 1953 года родился Демур Бжания, археолог. Автор и соавтор более 50 научных работ, включая 2 монографии «Археология Абхазии в эпоху средней и поздней бронзы». В составе совместных российско-абхазских экспедиций занимался исследованием древних поселений могильников Бамбора, Нгудзер, Хуахуап, Гагра, Сухум, Мачара, Тамыш. Демур Бжания был начальником управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Трагически ушел из жизни во время экспедиции в селе Отхара 23 июля 2011 года. Кто бы его не знал, кого бы он не знал, кто бы его не любил. Все его обожали, потому что он был просто обаятельным человеком. Он никогда настроение плохое никому не показывал. Всегда с улыбкой, с таким настроением. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 3 февраля в мировой истории. 3 февраля 1826 года Александр Грибоедов был арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов. 3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство, заметил советский ученый Константин Циолковский еще в 1911 году. 3 февраля 1972 года открылись 11-е зимние Олимпийские игры в японском Саппоро. 3 февраля 2000 года бывшие участники легендарной шведской группы «Абба» отказываются от $1 миллиарда, предложенных им за воссоединительное турне в оригинальном составе. 3 февраля 2005 года в Китае была выпущена самая дорогая в мире газета «Время процветания Китая». Специальный выпуск был напечатан на золотой бумаге. Стоимость экземпляра газеты составляла $8000. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 3 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 13 градусов. Самая же низкая температура плюс 1 в 2012 году. Это вся информация, которой мы хотели поделиться с вами сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.